Лады финансирования проекта реконструкции набережной крупнейшего на юге России мегаполиса, каковым является Ростов-на-Дону, на пресс-конференции на минувшей неделе представили управляющий ростовским филиалом Фора-банк Сергей Бондаренко и глава холдинга «Донской причал» Саркис Гагарян. Основной акцент ставился, безусловно, на донскую тематику и на такую целостность, единообразие речного фасада. В результате Ростовская набережная на сегодня, это не наше мнение, а действительно мнение людей, может поспорить со многими набережными не только в нашей стране, но в целом европейского формата. Один из больших плюсов это в том, что действительно такая команда единомышленников и патриотов города. Потому что, просто на инструкциях ЦБ или просто нормативах банковских подобные продукты никогда не были бы реализованы. Тем более, что на сегодняшний день поправки в закон о концессиях, КЧП, которые позволяют банковским финансовым организациям участвовать в финансировании подобных проектов, только проходит первое чтение. Министерство экономического развития России на буквально недавно прошедшем совещании абсолютно удивились, каким образом, говорит, вы смогли действительно реализовать подобный тандем. Уникальность данного проекта в его финансировании, в концессиональном характере самого финансирования строящегося объекта, который будет передан государству. Имеется в виду набережная реки Дон, где в ходе реконструкции были учтены все мировые требования. Зона Wi-Fi, беспроблемная зона для инвалидов и слабовидящих, детские площадки. Кредитовать подобные проекты не решался ни один банк. И только столичный Фора-банк в лице своего ростовского представителя Сергея Бондаренко, проработав и просчитав все риски, профинансировал возрождение Ростовской набережной. Мы финансировали строительство объектов, которые в последующем переданы или будут переданы городу, и у предприятия их не останется. Были определенные сложности, были определенные опасения, было определенное непонимание в части оформления в соответствии с банковскими требованиями. Но несмотря на все это, и самое главное, несмотря на наш уже не первый опыт общения с группой «Донской причал», мы сочли для себя возможным и приняли участие в финансировании данного проекта.